Идея создания фестиваля «Нартиада» зародилась, когда основательница арт-агентства «Полет» Ирина Бычкова познакомилась с режиссером, выпускницей ВГИКа Атаной Агрба. В мае руководители арт-агентства приехали в Абхазию, осмотрелись и решили, что хотят делать русско-абхазский художественный фестиваль с уклоном в историю и народный эпос. Мы решили показать художников, работающих с какими-то еще глубинными корнями. Так родилась идея «Нартиады». Название, кстати, придумала прекрасная мама Атана, великий литератор абхазский. Мы решили показать и как у современных абхазских художников интерпретируется нартский эпос, самая глубокая такая мифическая, легендарная история, которая всегда очень важна для народа, это собственный код самоидентификации, и, соответственно, привести художников российских, которые бы показали разные направления, но при этом как они тоже работают со своими глубинными корнями, интерпретируя в современном искусстве. За плечами агентства «Полет» 25 лет на рынке выставок и экспозиций, среди которых уже знаменитые международная выставка дизайна и архитектуры «Арх Москва», ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн», ярмарка современного искусства «Арт Москва». Продюсер и куратор проекта «Нартиада» Атана Агрба мечтала привести в Абхазию мероприятие такого уровня. На протяжении многих лет нам всем известно, что мы были изолированы, обособлены от внешнего мира, и то, что люди создавали, находясь в этой обособленности, мне кажется, это уникальное произведение, это уникальный такой вектор развития, и мне очень хотелось, чтобы эти люди имели диалог, возможность диалога с другой культурой, с российскими художниками. Я из кино пришла в арт-агентство «Полет», и то, что меня побудило вообще прийти, это было то, что посещаю огромное количество выставок в Москве. Я всегда думала о том, что было бы чудесно провести такого уровня выставку в Абхазии. И наши художники этого заслуживают, этого достойны. Фестиваль «Нартиада» должен был открыться экспозицией скульптур «Затерянный сад» российского художника Димы Горбунова. Он создает свои произведения методом 3D-печати. Выставка будет организована в декорациях археологических раскопок, которые сейчас проводятся в Сухумской крепости. Погода внесла коррективы, и открытие экспозиции отложили, но оно обязательно состоится. Мой проект, он про монументальность, про искусство, которое способно противостоять времени, условиям и прочим, потому что сейчас время очень быстро меняется, условия меняются, смыслы устаревают. Вообще искусство, оно призвано, особенно современное, призвано искать какие-то новые смыслы всегда. И это происходит путем поиска этих новых связей. В данном случае эта идея мне очень показалась привлекательной, для меня, как художника, который здесь сольный проект выставляет свой. Потому что для меня, например, этот новый смысл, он появляется за счет этого контекста исторического, того, что я помещаю в свои произведения и прикасаюсь к этой истории, к этой земле, к этой культуре, истории. И это и дает моим, в частности, например, работам новый смысл. За 5 дней фестиваля будет множество мероприятий в разных локациях. Русские и абхазские художники представят свою живопись, графику, скульптуру и костюмы на крыше столичного морского порта, в здании Абхазского драматического театра, в Новоафонской пещере, в культурном центре Гиви-Смыр и в музее Национального банка Абхазии. Очень хочу поблагодарить за участие Марусю Севастьянову-Борисову, которая приехала прямо из Франции сюда, прилетела. Невероятный человек, который анализирует в своем творчестве тоже глубинные какие-то человеческие эмоции. Это выставка медитации, ее прям отдельный проект в проекте. Очень интереснейший к вопросу о новых медиа, целая комната видеоинсталляции, такая виртуальная реальность будет возведена Алексеем Риттенбергом, сейчас он как раз этим занимается. Это художник, дизайнер невероятный, который даже для Москвы делает потрясающие перформансы, видеоперформансы, погружая нас в эту новую арт-реальность, в которой мы совершенно новые ощущения какие-то испытываем. Атана Агрба рассказала об абхазских художниках, которые приглашены к участию в фестивале.
Я думаю, в первую очередь, конечно, нужно озвучить имя Гиви Смыр. Если вы заметили, все наши основы фирменного стиля, все наши пригласительные, там, вся полиграфия, которую мы оформляли, она была полностью основана на работах Гиви Смыр, поэтому для нас это очень важная личность в этом проекте. Далее у нас, конечно же, это такие уже титаны в искусстве изобразительном, это Батал Джопо, работы которого будут представлены в белом парусе, это графика по нарскому эпосу. Далее это представлена Диана Хиндба из молодых художников и Апща Хакба. Также из молодых мне очень хотелось включить, сделать такой баланс старшего поколения и молодого, показать, что у нас есть и талантливейшие молодые люди, работающие в направлении живописи и скульптуры. И будут представлены два скульптора, Давид Шкотуа и молодой совершенно художник, но невероятно талантливый уже, как-то сказать, с таким стремительно развивающимся и вот таким тоже интересным, индивидуальным очень мироощущением. Его работы будут экспонированы в Музее Банка Абхазии вместе с работами Светланы Евдокимовой. Далее я хотела сказать еще про скульптора Дамура Аршпа, который работает с деревом. Его работы будут представлены в белом парусе. Главный партнер фестиваля «Нартиада» Галина Мурина рассказала о том, почему, несмотря на сложные обстоятельства, культурный форум все-таки решено провести. Уже когда у нас активная стадия подготовки была и все, и нам начали говорить, как вы можете вообще в такое время сложное заниматься какими-то подобными мероприятиями. На самом деле ответ очень простой. У каждого человека существует свой способ взаимодействия с миром. И для представителей креативных индустрий, для творцов, очень важно доносить до людей свои мысли и чувства через свои произведения. Это их способ общения с миром. В рамках фестиваля будут организованы также дискуссии и мастер-классы с художниками, концерты классической музыки. Подробнее с афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте nartiadafest.ru или на странице фестиваля в Instagram. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.